Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – производство серной кислоты контактным способом. Серная кислота существует в природе как самостоятельное химическое соединение, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость без запаха, плотность 1,83 грамм на сантиметр кубический. В природе серная кислота может образовываться в атмосфере за счет окисления поступающего в нее сернистого газа СО2. Сейчас этот газ стал самым главным загрязнителем окружающей среды. Он пагубно действует на растительные и животные ткани, отнимая от них воду, вследствие чего они обугливаются. С водой серная кислота смешивается во всех соотношениях, причем при разбавлении водой происходит сильное разогревание, сопровождающееся разбрызгиванием жидкости. Разбавляем по правилу: химик, запомни как коду, лей кислоту в воду. Серная кислота – одна из самых сильных кислот. В водных растворах практически полностью диссоциируют на ионы. Раствор оксида серы шестивалентной и серной кислоты называется олеумом. Едва найдется другое искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота. По масштабам производства и разнообразию областей применения серная кислота занимает одно из самых ведущих мест среди продуктов химической промышленности. Трудно назвать какое-нибудь производство, где не используется серная кислота. Серная кислота используется при производстве минеральных удобрений, сульфата аммония, травлении металлов, металлургии, для производства минеральных кислот, для производства минеральных пигментов и красителей, в очистке нефти, нефтепродуктов и минеральных масел. Используется для производства химических волокна, текстильной промышленности, в производстве глюкозы и патоки, для производства органических красителей, в производстве спиртов, кислот, эфиров и других органических соединений, в производстве взрывчатых веществ, в производстве хроматов, в производстве сульфатов. Если вспомним историю развития производства серной кислоты, то следует отметить 8 век. Тогда арабский алхимик ад-Джабир ибн Хайян получил кислые газы из зеленого камня. В IX веке персидский алхимик Ас-Зари получал серную кислоту прокаливанием смеси медного и железного купороса. В XIII веке европейский алхимик Альберт Мангус усовершенствовал способ получения кислоты. XV век алхимики и спустя еще 300 лет потом получали серную кислоту из пирита. В 1740-1746 годах был построен первый серно-кислотный завод в Англии с использованием свинцовых камер. Получали кислоту низкой концентрации 50–60%. В России серная кислота была впервые получена на заводе князя Голицына, а в 1897 году был построен первый контактный сернокислый завод. В 1926 году в СССР построена первая башня, установка на полевом металлургическом заводе «Урал». Она была малоэффективна. В настоящее время основным методом производства серной кислоты является контактный, так как этот метод имеет преимущество перед другими. Сырьем для производства серной кислоты являются сульфид цинка, цинк-С, цинковая обманка называем еще, сера С, сульфид меди одновалентный купрум С2, сульфид свинца плюмбум С, железный колчедан или пирит феррум С2. Вспомогательным материалом является катализатор оксид ванадия. В мире 75% кислоты получают из серы. В России 60% кислоты серной получают из серы, в Японии 60% серной кислоты получают из отходящих газов. Значит, для производства первой стадии является подготовка сырья. Сырье измельчают и потом, значит, в дробильных машинах для того, чтобы увеличить скорость реакции, так как увеличится площадь соприкосновения веществ при реакции. Следующая стадия – это очистка пирита. Измельченный пирит, его помещают в огромные чаны с водой, перемешивают, и пустая порода всплывает наверх, а затем пустую породу удаляют, а уже нужное сырье идет дальше на производство.
Основными химическими процессами в производстве серной кислоты мы можем выразить следующими уравнениями. Первое – обжиг пирита до получения оксида серы 4-валентной. Также можно сжигать серу для получения оксида серы 4-валентной. Следующая стадия – это окисление оксида серы 4-валентной до оксида серы 6-валентной. И последняя стадия – это взаимодействие оксида серы 6-валентной с водой и получение самой серной кислоты. На производстве серной кислоты используются следующие технологические принципы. Принцип непрерывности, принцип комплексного использования сырья, использование отходов другого производства, принцип безотходного производства, принцип теплообмена, принцип противотока, кипящий слой, принцип автоматизации и механизации производственных процессов. Любое производство, оно грозит какими-то экологическими катастрофами. И при выбросах и авариях на заводах, производящих серную кислоту, тоже могут происходить экологические катастрофы. При авариях в воздух выбрасываются оксиды серы 4-валентной, 6-валентной, сероводород, сами пары серной кислоты, пыль и другие вещества. Последствия очень пагубные. Происходит закисление почв, водоемов, лесов, разрушение металлических и бетонных конструкций из-за выпадения кислотных дождей. Так, как мы говорим, происходит металлизация атмосферы. При аварийных выбросах возможно отравление людей. Но, тем не менее, на современных производствах оказывают большое внимание охране окружающей среды, соблюдают герметичность трубопроводов и аппаратуры, ставят газоочистительные фильтры, соблюдают непрерывность технологического процесса, используют комплексно сырье, совершенствуют технологическое оборудование. Давайте теперь посмотрим фильм, который нам покажет химизм производства серной кислоты. Тут фильм включаем. А? Да, он со звуком все, он рассказывает, вот как происходит процесс полностью. Там 5 минут. Теперь этот слайд, да, пишем. Мы посмотрели с вами видео о химическом производстве серной кислоты. Давайте еще раз обозначим основные стадии. Стадии производства. Итак, первая стадия – это обжиг колчедана. Проходит она в печи для сжигания в кипящем слое. Далее образовавшийся газ проходит очистку в циклоне, в электрофильтре и сушильной башне. Здесь очищается он от пыли и влаги. И следующая стадия производства серной кислоты – это окисление серного ангидрида. Происходит это окисление в теплообменнике. Мы получаем с вами СО3, серный ангидрид. И последняя стадия производства серной кислоты, она происходит в поглотительной башне. Мы получаем серную кислоту гидратацией серного ангидрида. Итак, мы с вами разобрали основные этапы и рассмотрели производство серной кислоты. А теперь я вам предлагаю разобрать задачи по этой теме. Задача первая. Расположите виды серосодержащего сырья в ряд по убыванию процентного содержания в них серы. Цинковая обманка цинк-С, халькопирит купрум феррум С2, серный колчедан феррум С. Для того, чтобы решить эту задачу, запишем формулу массовой доли. Массовая доля равна отношению относительной атомной массы элемента с учетом числа его атомов к относительной молекулярной массе вещества. Если умножим на 100%, то получим эту величину в процентах. Второе, что мы должны сделать для решения этой задачи. Находим относительные молекулярные массы данных веществ. Итак, относительная молекулярная масса сульфида цинка 97,
Относительная молекулярная масса пирита 120, относительная молекулярная масса халькопирита 184. Напоминаю, для того, чтобы найти относительную молекулярную массу, мы должны с вами сложить относительные атомные массы всех элементов, которые находятся в данном веществе, с учетом числа их атомов. После этого мы можем произвести расчеты, определить массовые доли серы во всех исходных веществах. Итак, массовая доля серы в сульфиде цинка у нас получается 33%, массовая доля серы в пирите у нас получается 53%, массовая доля серы в халькопирите получилась 35%. Таким образом, у нас требуют расположить вещества по убыванию, тогда наш ответ будет следующий. Феррум С2, купрум феррум С, цинк С. Давайте рассмотрим задачу 2. Какая масса тонн серной кислоты может быть получена из пирита массой 48 тонн? Для того, чтобы решать задачи по производству серной кислоты, нужно сначала записать все уравнения, которые входят в состав этого производства. Итак, первая стадия – это обжиг сырья. Мы с вами только что разобрали. Записываем уравнение феррум С2 плюс О2, получаем феррум 2О3 и плюс СО2. Данная реакция окислительно-восстановительная, поэтому нам ее нужно уравнять с помощью составления полуреакций методом электронного баланса. Но прежде всего мы должны определить сначала степень окисления всех элементов, которые участвуют в данной реакции. Обратите внимание на пирит. Дело в том, что если мы рассмотрим структурное строение этого вещества, то там у нас присутствует сульфидный мостик. Между серой есть связь. Таким образом, в данном соединении за счет существования сульфидного мостика сера будет проявлять степень окисления -1. Железо в этом соединении проявляет степень окисления +2. Кислород – это простое вещество, степень окисления простых веществ всегда равна 0. Итак, дальше переходим к феррум 2О3, оксид железа трехвалентного. У кислорода степень окисления -2, у железа степень окисления +3. И в оксиде серы четырехвалентного кислорода степень окисления -2, а степень окисления серы, следовательно, +4. В данной реакции мы видим, что у нас меняют свои степени окисления не 2, а 3 элемента. Сера, она была у нас -1, стала +4. Так как серы у нас 2 атома, мы учитываем это и ставим перед серой двойку. Железо у нас было степень окисления +2, стало +3. И кислород была степень окисления 0, стала -2. Тут мы также учитываем то, что молекула кислорода состоит из 2 элементов. Значит, теперь давайте посмотрим. 2 атома серы для того, чтобы приобрести степень окисления +4, отдают 10 электронов. Железо для того, чтобы приобрести степень окисления +3, отдает 1 электрон. Таким образом, число отданных электронов у нас равно 11. Кислород. 2 атома принимают 2 электрона, чтобы приобрести степень окисления -2. И таким образом у нас принятых электронов 4. Наименьшее общее кратное между 4 и 11 44. Делим на количество отданных и принятых электронов и получаем коэффициенты, которые мы ставим в уравнение реакции для того, чтобы его уравнять. 4 и 11. Далее мы уравниваем железо, ставим после реакции перед феррум 2О3 двойку. И перед оксидом серы четырехвалентной мы ставим 8, так как до реакции ее стало 8. Запишем теперь вторую стадию. Это значит у нас окисление сернистого газа. СО2 плюс О2 получается СО3. Также уравняем с точки зрения закона сохранения массы веществ. И третья стадия, это значит гидратация серного ангидрида, СО3 плюс H2, получается H2SO4. Значит, после того, как мы с вами записали все необходимые уравнения реакции, мы можем перейти непосредственно к решению задачи. Мы можем сначала найти количество
массу, выделившую СО2, потом массу СО3 и потом посчитать массу серной кислоты. Но это очень длинно, поэтому при решении таких задач используют способ составления стеохимических цепочек, то есть сокращенных уравнений. Давайте посмотрим. Первое и второе уравнение, они между собой связывают вещество СО2. Второе и третье уравнение связывают между собой вещество СО3. Ну, для того, чтобы составить стеохимическую цепочку, нам нужно, чтобы количественно эти вещества были одинаковы. Поэтому в первом уравнении 8 молекул СО2, а во втором всего 2. Поэтому мы второе уравнение умножаем на 4 и получаем следующее: 8 СО2 плюс 4 О2, получаем 8 СО3. Теперь посмотрим второе и третье уравнение. Теперь у нас получилось, что в третьем уравнении также не хватает количества СО3. Поэтому мы его умножаем на 8 и получаем 8 СО3 плюс 8 H2O, получаем 8 H2SO4. После этого мы можем перейти к составлению стеохимической цепочки. То есть мы записываем 4 феррум С, следующая стрелка 8 СО2, стрелка 8 СО3, стрелка 8 H2SO4. Оксиды СО2 и СО3 как промежуточные вещества мы можем с этой цепочки убрать. У нас остается цепочка 4 феррум С2, стрелка 8 H2SO4. Сократим коэффициенты на 4, и мы получим конечную цепочку стеохимическую, по которой будем проводить расчеты. Феррум С2, стрелка 2 H2SO4. Теперь мы можем решить задачу по этому упрощенному уравнению. Составляем пропорцию. Для составления пропорции, напоминаю, мы должны найти малярную массу нужных веществ и перевести его в массы. Таким образом, мы получаем пропорцию, что с 48 тонн феррум С2 должно образоваться их тонн серной кислоты. Это практическая часть пропорции. А по теории из 120 тонн феррум С2 получается 196 тонн серной кислоты. Значит, решаем эту пропорцию и получаем, что в результате у нас должно получиться 78 тонн серной кислоты. Давайте рассмотрим следующую задачу. При производстве серной кислоты контактным методом из 14 тонн колчедана, содержащего 42,4% серы, получено 18 тонн серной кислоты. Определите выход в процентах от теоретического. Записываем дано. После того, как мы запишем дано, мы с вами делаем следующее первое действие. Найдем массу серы в руде без примесей. Так как здесь у нас речь идет о примесях, мы должны помнить, что в реакцию вступают только чистые вещества. Для того, чтобы найти массу чистой серы, мы берем массовую долю серы, то есть содержание в этом исходном веществе, и умножаем на массу исходного вещества или руды. В результате мы получаем, что масса чистой серы равна 5,936 тонн. Далее мы делаем следующий этап, опять составляем укороченное уравнение реакции. Мы с вами только что разобрали, как это делается, и в результате мы получаем, что наше уравнение, по которому мы будем проводить расчет, выглядит следующим образом. S равно H2SO4. Теперь находим, сколько должно образоваться теоретически по уравнению серной кислоты. Для этого мы можем количество молей умножить на малярную массу и получаем 18,179 тонн. Но мы можем произвести этот расчет и через пропорцию. И в результате вычисления пропорции мы тоже с вами получаем то же самое число. После этого мы рассчитываем практический выход. Практический выход рассчитывается следующим образом. Массу практически получившейся кислоты мы делим на массу теоретически
должно было, которое получится кислота. В результате мы получаем, что практический выход получается 99%. Давайте посмотрим еще одну задачу. Рассчитайте массу серной кислоты, которую можно получить из 1000 метров кубического обжигового газа, содержащего 5,6% по объему оксида серы 4-валентной. Делаем следующие шаги. Во-первых, мы записываем дано. В дано выносим все, что у нас дано. Это объем обжигового газа 1000 метров кубических. Это массовая доля СО2 5,6%. И здесь мы с вами еще учитываем такое понятие, как малярный объем. Он равен 22,4. Первое действие, которое мы делаем при решении таких задач, мы опять с вами находим чистое вещество без примесей. Значит, объем чистого вещества СО2 мы находим по формуле массовая доля СО2 умножаем на объем обжигового газа и получаем 56 метров кубических. После этого находим количество вещества оксида серы. Опять используем формулу. Значит, здесь мы объем оксида серы делим на малярный объем. В результате мы получаем, что у нас с вами имеется 2,5 киломоль СО2. Для дальнейшего решения опять мы с вами составляем стереохимическое уравнение реакции. То я напоминаю, это сокращенное уравнение реакции. И оно выглядит следующим образом. СО2 равно H2SO4. После составления стереохимического уравнения мы можем найти, сколько получится серной кислоты. Значит, вычислить это мы можем разными способами. Мы можем умножить количество молей на малярную массу серной кислоты и получаем 245 кг. Либо мы можем через пропорцию по стереохимическому уравнению произвести вычисление и также получаем тот же самый ответ 245 кг. Таким образом, в данной задаче получается 245 кг серной кислоты. Вот мы с вами разобрали некоторые виды задач по производству серной кислоты, рассмотрели производство серной кислоты, и я хочу вас попросить выполнить такое задание дома. Проверь себя. Задание первое. Ответьте на вопрос, сколько химических реакций лежит в основе производства серной кислоты. 1, 2, 3, 4. Вопрос второй. Какой продукт является целевым на первой стадии производства? СО3, Б, СО2, В, H2SO4, Г, ФРМ2О3. Вопрос третий. На какой стадии производства реакция является каталитической? А, первой, Б, второй, В, третьей. Вопрос четвертый. В каком аппарате идет реакция окисления СО2 в СО3? А. В поглотительной башне, Б. В сушильной башне, В. В электрофильтре, Г. В контактном аппарате. Пятое. Реакция окисления оксида серы 4-валентной не является А. Гомогенной, Б. Гетерогенной реакцией, В. Каталитической, Г. Экзотермической. И вопрос шестой. Условия, влияющие на скорость реакции. А. Измельчение сырья. Б. Повышение температуры. В. Использование катализатора. Г. Увеличение поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Д. Увеличение давления. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы и сдайте своему учителю на проверку. И еще я прошу вас решить одну задачку. Составьте технологическую схему производства серной кислоты и определите оптимальные условия для осуществления данных процессов, если исходное сырье в первом случае серный колчедан, во втором случае сера. Также рассчитайте массы серного колчедана и серы, необходимые для получения 250 кг серной кислоты. Выполните, пожалуйста, задание и сдайте своему учителю для получения положительной оценки. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.